Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка. Тема нашего урока – откуда и куда текут реки. Сегодня ты научишься создавать высказывания на основе тем, правильно соотносить слова-предметы, слова-действия, слова-признаки, составлять схему сложных предложений. Для начала я предлагаю тебе послушать видео. Вы сегодня из видео узнаете, откуда и куда текут реки. Куда течет река? Вот интересно, а река всегда была так широка? Течет откуда и куда ее неспешная вода? Ну слушай же, хороший мой, я не всегда была такой. Родилась я из-под земли, веселый родничок. Прошли дожди, и их ручьи слились со мной в поток. Скакали вместе мы, смеясь, по горам и лугам. Все новые ручьи, струясь, сбегались в гости к нам. Вот так прошла я долгий путь до дремлющих долин. Сама решала, где свернуть, как избежать плотин. Со мною сотни ручейков, и вот я широка, теку неспешно и легко, спокойная река. Итак, откуда берут начало реки, ребята? Догадайся. Вот отсюда, именно отсюда, из глубин лесного родника, выбегает голубое чудо, широкая и быстрая река. А теперь, ребята, задание. О каком голубом чуде говорит поэт? О роднике или о реке? Откуда берут начало реки? Из лесной чащи или из лесного родника? Давайте внимательно подумаем и ответим на эти вопросы. А за каждый правильный ответ, ребята, вы получите 1 балл. Итак, о каком голубом чуде говорит поэт? О реке. Верно, ребята. Откуда берут начало реки? Из лесной чащи или из лесного родника? Конечно, из лесного родника. Если вы ответили правильно, ребята, получите 1 балл. Итак, проверяем. О каком голубом чуде говорит поэт? О реке. Верно. Откуда берут начало реки? Из лесного родника. Замечательно. Вы справились с заданием. Следующее задание, ребята. Вы должны будете прочитать предложение, соотнести слова-предметы, слова-действия и слова-признаки. Для начала прочитаем предложение. Выбегает голубое чудо, широкая и быстрая река. Итак, слова-предметы отвечают на вопрос «кто что?». Слова-действия отвечают на вопрос «что делает предмет?», «что сделает?». Слова-признаки отвечают на вопрос «какой?», «какая?», «какие?». Итак, соотнесите правильно слова. За каждый правильный ответ вы получите по 1 баллу. Выбегает. Что делает? Выбегает. Это у нас слово действие. Голубое. Какое? Голубое. Это слова-признаки. Правильно. Чудо. Что чудо? Это слово предмет. Хорошо. Какая? Широкая. Широкая. Это слова-признаки. Замечательно. Какая? Быстрая. Тоже отнесем к слову-признаку. И что? Река? Это слово-предмет. Ну, давайте, ребята, проверим. Выбегает слово-действие, голубое слово-признак, чудо слово-предмет, широкое
слово признак, река слово предмет и быстрое слово признак. Молодцы, ребята, справились с заданием. Если вы выполнили его верно, поставьте себе 6 баллов. За каждый правильный ответ, ребята, вы получаете 1 балл. Сейчас мы обратимся к нашим словарным словам. Запомните слова и запишите их в тетрадь. Какие нам даны слова? Речка, океан, родник, территория, жидкость. Какие орфограммы, ребята, встречаются? Речка, ЧК, ЧН. Пишем без мягкого знака. В слове океан нужно запомнить безударные гласные. Родник, проверочное слово, родина. Территория, мы пишем 2 буквы «Р». Это орфограмма на правописание удвоенное «Р» в словах. В слове «жидкость» мы видим оглушение звука «Д». Вместо звука «Д» мы слышим «Т». Идет оглушение. Нужно проверить словом «жиденький». Итак, ребята, запишите эти слова и запомните их правописание. Следующее задание. Вы должны будете послушать стихотворение, ребята. Эй, ручей, ручеек, далеко ли ты потек? Тороплюсь я в речку быстротечку. Вместе с речкою к реке мы помчимся налегке, и с рекой вскоре добежим до моря. Ребята, о чем идет речь в этом стихотворении? О ручейке, правильно. Куда он торопится? В речку. А куда он хочет попасть, добежать? До моря. Молодцы, ребята. Ну а теперь давайте мы попробуем выполнить задание к этому тексту. Куда же торопился ручеек? В море или в речку? В речку, правильно. С кем он мчался? С речкою или с ручейком? Правильно, с речкою. Куда добежал? До моря. Отлично. Ребята, если вы ответили правильно, за каждый правильный ответ поставьте себе 1 балл. Следующее задание, ребята, вам нужно послушать текст. Бежала куда-то речка, быстро-быстро. Пришел как-то к речке медведь, попил водички и дай спрашивает речку. Куда ты бежишь так быстро? Отвечает она, бегу я в дальние края. Медведь снова спрашивает, а где твоя дорога? Засмеялась весело речка, ты мою дорогу не увидишь, потому что я от берега до берега разлилась. Тогда медведь залез высоко на дерево и стал высматривать дорогу, но ничего не увидел. Снова он говорит речке, речка, я так и не увидел твою дорогу. А ты не увидишь, ответила речка. Сначала я с другими речками встречусь, и мы вместе побежим к морю, а потом к океану. Туда и ведет меня дорога. Понравилась вам сказка, ребята? Ответьте на вопрос. О чем спросил медведь речку? Куда ты так быстро бежишь, да? Что ответила речка? Бегу в дальние края. Хорошо. А почему медведь не мог увидеть дорогу речки? Что ответила на это речка? Сначала я с другими речками встречусь, и мы вместе побежим к морю, а потом к океану. Туда и ведет меня дорога, да? Отвечает речка. Хорошо, молодцы, ребята. Ну а теперь мы должны будем с вами составить модель предложения. Сначала речка встретится с другими речками, а потом речки все вместе побегут к морю. А чтобы составить схему, модель предложения, а как вы уже догадались, что это сложное предложение, давайте мы с вами его повторим. Повторим правило, что же такое сложное предложение. Предложение бывает простое, с одной грамматической основой. Например, я ловлю в пруду рыбу. Кто? Я. Подлежащее, вы видите.
Что делаю, ловлю, сказуемое. Вот это предложение простое. А рядышком у нас сложное предложение. Послушайте. Краснеют осины, цветы доцветают. В сложном предложении есть две грамматические основы. В данном случае, что осины, что делают? Краснеют. Что цветы подлежащие, что делают? Доцветают. Вот. В этом предложении мы видим две грамматические основы. Подлежащие и сказуемое в первом предложении и подлежащее и сказуемое во втором предложении. Сложные предложения соединяются с запятыми интонационно и могут соединяться союзами. Ну а теперь, ребята, давайте посмотрим, какая же у нас получилась схема предложения. Первое предложение. Сначала речка встретится с другими речками. Вот оно у нас первое предложение, ребята. Где у нас подлежащий? Что речка? Что сделает? Встретится. А потом речки. Что? Речки подлежащие. Что сделают? Побегут сказуемые. Вот оно. Два предложения, два простых предложения соединены союзом «а» и запятыми. И вот наша схема этого предложения. Молодцы, ребята! Если вы справились с этим заданием, правильно начертили схемы, поставьте себе 1 балл. Следующее задание будет вам этот текст прочитать и пересказать маме, другу по плану. Первое. Медведь пришел к речке. Второе. Диалог медведя и речки. И третье. Куда бежит речка. Ну и рефлексия. Подведем итоги нашего урока. Что вы узнали на уроке? Вы узнали о словах-предметах, о словах-действиях, о словах-признаках. Вы узнали о сложных предложениях, а также вы узнали, откуда и куда бегут реки. За каждый правильный ответ, ребята, вы себе поставьте баллы, посчитайте. Если вы набрали 10 баллов, значит вы получаете отметку 5. Итак, запомните рефлексию, ответьте на все вопросы. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание, ребята. До свидания.